Друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Мы рады приветствовать наших телезрителей. Я думаю, что каждый из вас хоть раз в жизни был в ювелирном магазине. Либо вы подыскивали что-то для себя, либо для человека, которого вы любите или уважаете. Ну и, конечно, ни для кого не секрет, что Якутия известна своими ювелирными мастерами. Поэтому сегодня мы с вами познакомимся с этой профессией, с профессией ювелира поближе. Ну что, давайте начнем. Испытано на себе. Друзья, любое ювелирное изделие начинает свой путь именно из этого отдела. Это отдел дизайна. Как видите, вот здесь за моей спиной примеры различных дизайнов, различных ювелирных украшений. И все волшебство начинается вот с этого стола. Я правильно называю, да, Нюрган? Это стол, на котором дизайнер вручную рисует макет. На самом деле я думал, что все производится как бы на компьютере и так далее, да, но тем не менее основной дизайн берет начало именно отсюда, то есть идет ручная работа. Сейчас мы видим сотрудницу, ее зовут Миргуяна, которая работает над очередным дизайном ювелирного изделия. Но сейчас мы ее немножко побеспокоим. Я думаю, что нам нужно придумать дизайн нашему изделию, и будет, думаю, символично, если, воспользовавшись вот этим дизайнерским столом, мы сделаем наметки, да, то есть эскиз того украшения, которое мы будем делать. Итак, сейчас я нахожусь за местом дизайнера. Как видите, очень красивые рисунки, красивый эскиз делает Миргуяна. Но у меня сейчас вот такой вот чистый лист бумаги. Его приклеим. И я думаю, мы сделаем что-то такое простое, но в то же время такое изделие, такой средней, наверное, сложности. Я на самом деле закончил только один, по-моему, или полтора класса художественной школы у меня есть, но тем не менее по геометрии вроде у меня была хорошая оценка. Значит, я беру циркуль, мы сделаем что-то в виде монетки, которая будет как подвеска, то есть с такой дырочкой, на которую будет, можно будет куда-то повесить. 2 сантиметра. Это было ожидаемо, но ничего страшного. Так, рисунок у нас почти есть, круг. Значит, здесь у нас будет надпись посередине, давайте сделаем 24. 4. Здесь будет у нас написано Якутия, то есть название телеканала. Чуть-чуть почему-то все равно криво. Я где-то ошибся, видимо. Но я думаю, сейчас этого достаточно для того, чтобы следующий дизайнер, к которому мы обратимся, он смог нам помочь. Так, сейчас. Так, ну что, дизайн вручную был нарисован, первый этап сделан. Далее этот эскиз у нас пойдет в следующий отдел. Друзья, ну что, мы сейчас в следующем отделе. Здесь, как видите, здесь есть и 3D принтер, есть фреза, да, то есть изготавливаются модели. Вот можно, если показать, вот так изготавливается заготовка. Сейчас вот видите процесс работы, работает фреза. Вот таким образом, не спеша, делаются красивые очень эскизы. Это 3D принтер, и еще мне сказали, что здесь есть лазерная гравировка. И давайте познакомимся с Сергеем. Сергей дизайнер. Сергей, приветствую. Привет. Слушай, нам нужно вот такой незамысловатый достаточно дизайн. То есть идет как в виде монетки. Посередине цифра 24, наверху Якутия и название передачи «Испытано на себе». В какой программе ты работаешь? Я работаю в программе Blender. Это бесплатная программа. Любой может скачать и создавать модели. Вот. И она делает 3D модель, да? Да, 3D модели делает. Хорошо. Друзья, сами понимаете, что здесь уже нужно познание самой программы, да, поэтому, чтобы в целях экономии времени, я думаю,
Сергей сейчас быстренько нам сделает этот дизайн, и мы пойдем дальше. Так, сначала, ну я так думаю, давайте я тоже буду немного, может быть, подсказывать, да? Так, мы делаем круг, у нас это примерно радиус 2 сантиметра. Радиус 2 сантиметра. Да, размеры пишу тут. А, это толщина. То есть это у нас 3D графика, поэтому нужно еще и выбрать толщину монетки, да? Толщина стандартная, наверное, да? Миллиметр на 8. Ну, тут простая монетка вот так делается. Это обычный шаблон монеты, да? Но я тут шрифты-то я делаю в другой программе уже. Типа делаю в другой программе и загружаю уже в 3D модель, скажем. Так, ну давай. Это недолго, да? То есть, соответственно, сейчас, когда дело идет за шрифтами, получается, ты их подготавливаешь надпись в другой программе, Да, там потом и, накладывается она в эту. там и шрифты делаю вот так. Ага. То есть, как обычно я представляю работу, да, допустим, ну я как сам делаю, если нужен какой-то шрифт, я ищу его, соответственно, в интернете, там, нахожу подходящий, загружаю в компьютер и уже пользуюсь готовым. А вот настоящие дизайнеры делают вот так, могут просто взять и рисовать. А ты вообще заканчивал художественный, да? Я тут заканчивал этот ЦУФУ, там есть ювелирное обучение. Прямо... Технология обработки персональных материалов называется. Ага. Там и учат ювелиров, там огранщиков. Вот. То есть конкретно по профессии, да? Угу. В целом, я думаю, так как у нас центральный дизайн, ну, центр композиции это 24, мы можем ее как бы, ну, очень похожей, да, сделать. А, в принципе, Якутия испытана на себе каким-нибудь таким, ну, на твой взгляд, такой более подходящий шрифтом написать. Так, я не знаю, я даже не засекал, наверное, что-то, по-моему, меньше 5 минут, минуты 3, по-моему, ушло у Сергея, чтобы скопировать цифру 24. Сейчас он уже написал слово Якутия и осталось дело за малым. Друзья, ну что, допустим, 3D-модель, она делается для того, чтобы изготовить уже готовую модель. Но в нашем случае, так как, чтобы показать процесс более такой с ручным трудом, то мы сейчас Сергея оставим, он доработает этот дизайн. Затем мы сюда вернемся уже с готовой нашей монеткой и нанесем непосредственно гравировкой наш логотип. Сейчас мы передвигаемся в другой отдел, он находится на другом этаже, и я так понимаю, что сейчас непосредственно начнется само изготовление, то есть ручная работа. Так, ну что, познакомьтесь, это Федоров Гаврил, он является технологом, и непосредственно под его руководством сейчас мы будем изготавливать уже вручную наше изделие. С чего мы начинаем? Вот металл нам посчитали уже, вот с лигатурой, частота вот белая и с лигатурой, чтобы получилось вот 925 пробы. Это так делать? Это получается у нас серебро, да? Да, серебро вот. А это желтое? 3 девятки, а лигатура красная. Это чистое серебро, прямо 3 девятки, это и считается, что это чистое. Да-да-да. К нему добавляется для... Ага, понял. И будет у нас 925 проба. Хорошо? Сейчас переготовим метод. Тигель называется. Я вот вижу, мне кажется, сейчас будет какое-то литье, да, прямо? Друзья, как видите, это все сейчас у нас наша монетка будет производиться вручную. Ну, а в целом в этой ювелирной компании то, что идет на продажу в таком большом масштабном производстве, то все делается тоже таким достаточно
большими формами, то есть там используется и воск. Это то, что я сейчас увидел на нашей небольшой экскурсии. Я думаю, еще, может быть, меня поправят во время того, как мы вам дополнительно тоже покажем. И отливаются формы, и уже все это делается как бы немного по-другому. Но в данный момент мы сейчас, я так понимаю, что будем плавить нашу часть. Газовая горелка. Бензиновая. Сначала нагревается форма. Да. Я ловлю себя на мысли, что я никогда в жизни не видел, как плавится серебро. Вы сейчас перемешиваете, да? Да, вот комочки, видите вот. Комочки сюда. Лигатура, все это должно. То есть оно должно расплавиться до однородной массы Да, полностью. Да? разбросов не должно быть там где-то. Вот. Прям играет. Уже сама чаша раскалилась до красна, да? Ух ты. Вау. Так, ну что, теперь наш металл находится здесь в форме. У нас на выходе будет такая пластинка, над которой мы в дальнейшем будем продолжать работу. Практически сразу можно вытаскивать, да? Да, можно уже. Металл мгновенно уже принимает форму, остывает. Интересно. Вот. У нас пластинка. Так, вот наша заготовка. Причем, обратите внимание, она, я вот не знаю, она должна была быть радиусом 2 сантиметра. Пинцетка Гораздо меньше. Видимо, тут тоже какие-то есть тонкости и еще какая-то часть процесса, о которой мы узнаем. Так, вот он, серебряный слиток 925 пробы. Так. Сейчас открою. Воду. И сейчас уже вот заусенцы чуть-чуть уберу, чтобы и прокатаем. Ага, так, пойдемте. Вы сделаете, да, или я могу? Ну, можете вы, да. Давайте. Вот тут садитесь. Да. Так, ну что, друзья, сейчас мы находимся уже в самом ювелирном цеху. Здесь у каждого есть вот такое рабочее место. Так, наша задача сейчас убрать заусенцы. Это раскаточный станок. Ага. Да? Как видите, заготовка наша достаточно широкая, толстая. И сейчас мы будем ее убирать до миллиметра, да? За счет Да, этого она как бы расплющится, правильно?
Вот постепенно пойдем. Сейчас до 2,5 примерно. У нас почти 4 миллиметра, да? Так, Ну, пальцы осторожно там. пальцы, да. А как первую прокатку покажите мне. Вот, он все. Страшно? И постепенно. То есть вот этим уменьшается. Да. И за счет этого уже площадь у нас увеличивается. Давайте я попробую. Это страшно? Ну вот, по этой. Против часовой, да, закручиваю? Да, Сейчас вы уже закрутили? да, или- закрутила. Ага. Так, где мои пальцы? Ты. Потом чик, да? Да, Так? Или что? да, да, все. Страшно. Измерим там. Ну, еще чуть-чуть. Так-то мои пальцы толще, чем 2 миллиметра. Я думаю. Думаю, хватит. Ага. 2,2. Хватит, да? Включаем, потом этот отжиг делаем. Обжиг. Да. Вот, берем. Хотите попробовать, да? Давайте. Это, по-моему, не сложно. Обжиг. До красна. До красна накалить. Она напряжение появилось там, чтобы опустила. То есть во время прокатки Да. лишнее напряжение появилось в металле. Чтобы его снять, мы должны его сейчас обжечь. Правильно, да? Так, вот прямо так играть надо. Металл должен стать красноватым, да? Там видите, как играет, как радуга. Ну, переворачивать не надо, просто Да. все, да? Да. А? Ага. О, металл красненький. Сейчас опять в воду, да, его? Да, вот. Горячую воду. Это нагретая вода, горячая. Ну, отбел как. Здесь в кастрюле уже горячая вода. После обжига. Сначала в горячей, потом в холодной воде. Нет, стоп. Руки. Сейчас вытрем. Мы еще уменьшать будем его? Да. Так, действительно, сейчас у нас был 2,2 миллиметра, нам нужно ее еще тоньше сделать, нашу заготовку до 1 миллиметра, и мы идем куда? Ну вот сюда. Дальше. Здесь же? Так, Включаем. я думал, я уже не столкнусь с этим прибором сегодня. Ладно, поехали. Ну, старайтесь вот площадь, чтобы... Как? Вот так было? Нам монета какие размеры надо? Два. Диаметр, радиус 2 сантиметра был, то есть 4 сантиметра. Ну вот с этой. С этой стороны? Да. Это тоже играет роль, да, получается? Ну, чтоб площадь. Больше была. Ага. Нет. В другую сторону? Мне показалось туда. Если что, вот красную кнопочку сразу. Семен, слышал, да? Хоп. Понял. Многовато, да? Я не понял. Нет, в Все-таки другую сторону. против часовой? Да. Показалось, что это... О.
Заготовка становится все больше, как видите. Давай. Я ее прокатывал. А нет, вот это. Как? Правильно? Измерим, да? Может, попробуем измерить. Сколько там? Толщину? 1,2. Еще чуть-чуть. Еще немного, да? Так. Вот с этой стороны. Блин, в сторону. Вот так, да? Ага. В сторону направления нежелательно вот менять. Ага. Только в одну сторону. Ага. После отжига можно. 0,98. Хватит, да? Хватит. То сейчас. Есть. Вот, 4. 4 есть. Ну что, наш радиус, диаметр заготовки, в принципе, вписывается в размер. И сейчас снова будем обжигать. Да. Так, окей. Будем. А получается, допустим, если бы мы из первоначальной пластинки, да, сделали бы сразу вот такую и потом обожгли, так нельзя делать, да? То есть надо Там трещина будет. Осторожно, чтобы не это. Ага. Все, да? Нет, еще чуть-чуть. Заговорил. Это, кстати, да, быстрее стала красной. Она тонкая. Да? Ага. Да, как видите, в отличие от предыдущей, когда она была потолще, то есть она дольше нагревалась. Соответственно, чем тоньше изделие, тем быстрее нагревается. Также опускаем в горячую воду, потом в холодную. Тряпочкой. Всё выкрутим. Вот уже мягкая стала. Мягкая. Это хорошо, да, или плохо? Ну, хорошо же. Отпустила напряжение. Так, ну Сейчас что, вот- вновь мы, да, на месте, в рабочем месте ювелира. Нам что предстоит сделать? Ну, кружочек. Кружок сделать. Итак, радиус нашей заготовки 2 сантиметра, соответственно, вот тут, по-моему, так и есть. Пошире как сделать? В другую сторону там. Не, вот, ага, вот эти. Управляй. Так, есть. И делаю. Круг. Так, это как делаю? Вот так? И как циркулем, да? Да, как прям. Ой-ой-ой. Так, как пошло дело на разговор о тонкой работе, то все. Вот так он зарисует достаточно хорошо. Это очень сложно. Ну, сейчас вот возьмем лобзиком и отпилим. Вот. Лобзик. Ага. Так.
Это чуть с наружной стороны. Да? Постарайтесь. Ага. Вокруг, да? Ага, по кругу. То есть я сейчас Чтоб местечко чуть. сложно будет повернуть, да, мне? Или я смогу нет. повернуть? Можно? Косяк. Так бывает. О. Вот, друзья. Так, замена, да? Пауза. Решил повернуть и... Ну, это расходный материал, да? Слава богу. Там надо зубчики, чтобы вниз смотрели. Зубчики вниз. Очень маленькая это. Ага, вот. Все. Так, ну как видите, друзья, почти идеальный круг, но не идеальный. А вот это дальше идет обратно в производство, да? Да, То есть можно. Ничего лишнего не это. Здесь оставить? Да. Вот опилка тоже. Опилки тоже идут? Да. Плавится. А, то есть вот эти опилки серебра, они потом тоже собираются и идут дальше в производство. Ничего себе. Вот так, друзья, ничего не уходит даром. Все. Так, тут немножко уроним. Ну, сейчас тут барабанчиком этот края выведем. Видите? Хорошо. Я там И чертилкой это, еще круг сделать, да? пометим это, где будем отверстие делать. Как включается? Вот педаль первая. Педаль. А, педаль есть? Ага. О, как в Первая. машине. Вот это, да? А, Слева это. когда? Пока нажимаю, она работает, да? Ага, отпускаешь. А у нас задача прям вот эти неровности сгладить, да? Неровности убрать, да, задача? Ага, вот где. Где выступает, да? Ага. Чем сильнее нажимать, тем быстрее крутится? Или нет? Да, тем сильнее. Похоже на клапан. Или это клапан? Сейчас, друзья, как видите, у нас после прокаточного станка сама монетка немного выпуклая. То есть, чтобы ее выровнять, вот здесь такая небольшая наковальня и вот такая вещь, похожая на автомобильный клапан. Сильно стучу, да? Или так? Ну, чуть-чуть. Или еще нормально? Нормально. Так, что дальше у нас? Сверлим. Это отверстие. Сверлим? Здесь? Да, да. А, я думал, куда-то надо. Все, это же рабочее место. Так, Скорость маленькая. маленькую. Все, я боюсь надавить. Немного давить надо, да?
Ну, чуть-чуть. Все равно надо. О, хорошо. Так, ну что, друзья, следующий этап у нас это наждачная бумага 400. Нам нужно ошкурить наши изделия. Так, вот тут тоже есть два способа, как можно шлифовать, да, монету. То есть вот в этом способе вот эта наша поверхность, она будет идеально ровная. И, соответственно, как видите, вот здесь, например, иногда мы еще подправляли. Постепенно она станет поровнее. Но есть еще второй способ. Это же, как называется, ну, дремель, да? Барабан. Вот этим можно. А, вот это? Дисков. А как она делает? Это тоже набор машин ставишь. Ага. Вот это? А, вот так вот. Так, ну что, сейчас можем поменять наше сверло. Соответственно, сюда поставлю. Ага. Дремель. Так, педалька. И вот таким вот способом можем продолжить шлифовку. Вот, например, вот здесь. Уже гораздо быстрее. Все. Так, заводное кольцо мы сделали. Стряхиваем серебряную пыль. И все то же самое делаем, да, с ней? Шлифуем, да? Так. А есть эти плоскогубцы? А, вон же. Нагревается сильно. Друзья, ну что, сейчас у нас вот такие вот заготовочки, уже более-менее видно. Это у нас непосредственно само изделие, на котором будем наносить графику. И вот такое вот как заводное кольцо, да? Заводное кольцо, которое сейчас нам нужно будет... Мы сейчас будем заводить и запаивать дерево. Вот так. А вообще похоже на серебряную ложечку. Так, что делаем? Вот, берем. С помощью них, да? Так, это я держу так, да? Потихоньку, да? Нет, сразу можно. Сразу? Правильно делать? А это тоже загибаться должна или нет? Это уже передний. Она это будет вот так, да? Как бы. Она должна Нет, быть плоская. нижняя сторона вот это будет. Тут будет. Ага, вот так. Так, и это запаем. Тогда вот это я должен посильнее загнуть, да? Так, еще, да? Еще. Вот эту часть туда, да? Это должна ровно сюда прикасаться, да? Да, на самом верху. Так, тогда. Я думал, я с запасом сделал. Оказывается, это. То есть там я немного не рассчитал, сама вот эта длина. И то я взял немного с запасом, как мне показалось.
Все-таки лучше брать еще больше, да, получается, чтобы потом лишнее отрезать. Сейчас немного сплющиваем металл, и она за счет этого немного должна стать подлиннее. Так, у меня в руках Сама же вот с этим. да, процесс пайки для меня это... Ух ты. Нормально, да? Да, Так нормально. Или чуть поменьше. вот. Процесс пайки для меня это всегда был паяльник. Соответственно, так лучше поменять. Ого. Поближе или нормально? Еще чуть-чуть поближе сделать. Только там, если красное будет, убирать надо. До красна не доводите. Да, друзья, тут смысл в том, что какая часть будет нагрета сильнее, туда уходит припой. Сейчас у него он ушел вверх. Вверх, да. Сейчас нагреем. И пошел, да? Грей, грей. Еще говорит? Не, перепоя больше не надо. Там. Припой больше не надо? А так в целом вроде запаялось, нет? Нормально. Все. Хватит. Ну что, сейчас это кислота, да? В кислоте находится в кислотной среде наше изделие. Сейчас оно после пайки. И после этого, как я понимаю, мы пойдем на полировку. Полировка будет и затем... Сначала пескоструй. Пескоструй. Заднюю часть нашей этой монетки мы отпескоструем, она будет такая матовая, а передняя часть отполируем. И после этого будет нанесение гравировки. Такая очень матовая задняя часть, обработанная пескоструем. А вот это глянцевая. Сейчас мы ее еще заполируем. Друзья, ну что, теперь мы вновь вернулись к Сергею здесь в отделе дизайна. Мы должны нанести гравировку. Как видите, у нас наше изделие выглядит вот таким образом. С этой стороны глянцевая, с этой стороны матовая, обработанная пескоструем. И сейчас на фасад, на вот эту переднюю часть мы нанесем наш, соответственно, надпись Якутия 24 и испытано на себе. Ну что, друзья, как видите, на мне уже наше готовое изделие, которое на ваших глазах, прямо начиная с бумажного дизайна, превратилось вот в такой вот элемент, который определяет наш телеканал и нашу телепередачу «Испытано на себе». Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить ювелирную компанию «Урул» за предоставленную возможность сделать такие съемки и познакомить вас с
профессией ювелира. Я думаю, что вы много узнали интересного, нового. Возможно, если это даже на кого-то повлияет для того, чтобы найти свой жизненный путь, то есть освоить профессию ювелира, я буду только очень рад. Как вы видите, в принципе, я человек, который никогда не сделал ни одно ювелирное украшение, только вот примерно, как все, наверное, видел их уже готовыми в магазинах. Вот, в принципе, достаточно, мне кажется, неплохое изделие у нас получилось. Ну, конечно же, под очень чутким руководством технолога. Вот, еще раз хотелось бы поблагодарить и пожелать вам всем удачи, успехов. И, конечно же, увидимся снова на телеканале Якутия-24 в передаче «Испытано на себе». До новых встреч! Испытано на себе.